Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова видеть вас в нашем видеопроекте «Письменник и книга». Сегодня у нас в гостях белорусская поэтесса, член Союза писателей Беларуси Людмила Шевченко. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Здравствуйте. Мы очень рады вас сегодня видеть в стенах нашей библиотеки и хотим с вами немножечко поговорить. Людмила Владимировна, есть, скажем, такая истина, что книга – это один из лучших учителей жизни. Как вы считаете, почему чтение важно прививать с самого детства детям, любовь к чтению? Конечно же, прививать к чтению надо действительно с детства, чтобы не упускать время развития ребенка, потому что книга очень много дает. Особенно она дает не только навыки чтения, но она дает мировоззрение на мир, на отношения людей, на природу. Она воспитывает ребенка. И очень важно, если ребенок начинает, хотя бы с 1 класса читать, не раньше, допустим, можно и раньше. Я, например, с 5 лет читала уже. А если ребенок читает мало, у него, естественно, маленький совсем кругозор. У него много непонятных вопросов, на которые он не может ответить. У него бывает безвыходное положение, без помощи которых людей он не может выбраться или решить что-то для себя. А книга очень много дает ответов на все вопросы. И я хочу заглянуть немножко в такую нишу, как я начала писать. Дело в том, что у меня родители учителя, и папа вел как раз русский язык и литературу. И мне волей-неволей пришлось постоянно видеть, как он пишет там планы, проверяет тетради и так далее, и так далее. И меня научили в 5 лет читать. Я очень рада этому, потому что когда родители уходили на работу, деваться мне было некуда, а родственники у меня были далеко, на Борисовщине, то есть не было там рядом бабушек, дедушек, которые бы мной занимались. Я читала детские книги. Какая самая первая книга у меня? Я не знаю, их было очень много. И Чуковский был, и Пушкина сказки, и какие-то там, я даже не помню авторов, но мне все нравилось. Но потом я поняла, что все-таки мне больше нравится в литературе поэзия. Как-то я почувствовала это, что ли. И где-то с 6 класса я уже начала писать. Почему с 6? Осознанно с 6. Я помню, я писала где-то с 4 класса стихи, и знали об этом только мои 2 лучшие подруги. Родителям я ничего не рассказывала, стеснялась, как говорится. А тут в 6 классе нас повезли, я занималась 4-й нашей школой, 4-я здесь на Лермонтова, нас повезли в Брестскую крепость. И под впечатлением этой экскурсии, экскурсовод молодой, мы приехали поздно, прокололи колесо по пути, и экскурсовод настоящий, который там работал, он уже ушел домой. И парень заканчивал исторический факультет и говорит, жалко, дети приехали с Гродно, и что, они обратно поедут ни с чем. И я проведу им экскурсии. Он так рассказывал, у меня по телу прямо мурашки бегали. Я просто представила, как это бедная эта река с трупами, и до воды не добраться, причем не то, что для себя воды, а для пулеметов, потому что они раскалялись и могли взорваться, и для раненых, и все это. Очень интересно он рассказывал. И мы приехали домой, я сразу написала стихотворение. Написала и прихожу к маме, как дочка, единственная дочка. Я одна в семье из детей. И говорю, мама, я написала стихотворение. Она, мама у меня была заслуженная учительница БССР, но все-таки это мама. Там готовка, уборка, стирка. И она так не глядя, не занимайся ерундой, иди мне помой посуду. Я уже вечером так тихонечко, на цыпочках, папа, я здесь стихотворение написала, может, ты посмотришь? А он почитал, и так посмотрел на меня очень тепло и говорит,
а это какое твое стихотворение? Первое? Я говорю, нет, не первое, достаю тетрадку. Вот у меня их сколько. Ну, просто говорю, это я написала сегодня. И он так говорит, неплохо, очень даже неплохо. И вот это неплохо, а родители были очень строгие, сыграло огромную роль. И с этого времени, 6 класса, я уже писала осознанно. Вот так. Так что касается чтения, если бы я, может, не читала, может, и не было бы сейчас у меня этих 7 книг и так далее. Очень интересная история у вас из детства. Знаете, бывает иногда так, что кто-то говорит, я там с самого детства пишу, прямо вот сразу родилась, там, не знаю, там, с 6 лет, 7 лет. У вас очень интересная такая история. Очень вдохновляющая, я вам честно скажу, что вот такое отцовское неплохо, это действительно большая помощь иногда в творчестве для детей. Вот вы пишете, не только для детей, пишете для взрослых. Да, для детей и для взрослых, причем на русском и на белорусском языке. Да, и вот с вашей точки зрения, как поэтессы, какие сейчас самые важные темы в поэзии, в литературе поднимаются? Какие вы поднимаете чаще всего? Я беру жизненные темы. Это разная тематика, совершенно разная. Это и любовь к природе, это любовь к родному краю, это тема войны, такая болезненная тема, ее нельзя опускать, потому что наша страна, да не только наша страна, столько пережили, столько потеряли, что забыть об этом просто кощунственно. Это и тема любви, это и философская тема. Например, у меня там есть разные стихотворения, «Родня», допустим, или там Гродно, своему родному городу. Ну, различные совершенно темы. Главное, чтобы это было от души, и главное, чтобы это было то, что тебя волнует, что тебя трогает, что для тебя важно, не надуманные. Потому что иногда много читаешь, иногда встречаешь стихи, вроде там и рифма есть, вроде и размер точный, как-то обо всем и ни о чем. Вот таких стихов я не люблю. А сейчас у нас такая обстановка очень тяжелая. Во-первых, у нас в стране ковид. Надо людей подбодрить. Надо писать что-то хорошее, что-то жизнерадостное, что-то для того, чтобы они не теряли веры, что все пройдет. У нас не очень хорошо политическая обстановка складывается. Тоже можно, но это очень серьезная тема. Я этот сборничек у меня, здесь 280 стихов, он выпущен был в 2019 году. Но я тогда еще не писала, а сейчас я уже пробую, у меня уже есть стихи, я собираюсь собрать все стихотворения, все самые лучшие, которые мне нравятся, типа избранного что-то. И у меня много уже стихов новых, и там тоже затрагивается эта тема Родины, тема единства, потому что если люди не будут едины, мы проиграем любую беду мы проиграем. В общем, порядка у нас не будет. Ну а вообще это должно быть все от души. Это сердце пишет, это не мы пишем. Хотя, вы знаете, я очень долгое время, меня как-то пригласили на встречу и спрашивают, а как вы это пишете, что вы пишете? Я говорю, я не знаю, как вам ответить. Я пишу ночью в основном, наверное, потому что пока уложишь детей в свое время, мужа, чтобы никто не мешал. Иногда до 5 утра. А в основном, говорю, можно написать стихотворение за 20 минут, а можно ходить с ним месяц, вынашивать его. Я не знаю, что сказать. А одно время я очень, когда уже серьезно начала писать и печататься, я все думала, откуда у меня это? Ведь у меня в родне ни писателей, ни поэтов нет. И очень долго не могла понять, откуда этот дар или что, это свыше какое-то послание. Пока не умер мой отец. Умер отец, мама очень долго плакала после похорон, она около полугода не могла это перенести. И однажды она звонит и говорит, Людмила, приходи, разбери папину полку. И я говорю, мама, я не знаю, но тебе же виднее, что оставить, что выбросить. Она, Люда, я не хочу плакать еще сутки, приходи, займись этим сама.
И вот я начала разбирать эти все тетради, журналы, и нашла общую тетрадь, и там стихи. Оказывается, это папины стихи. И, кстати, не потому, что он мой папа, а потому что действительно хорошие стихи написаны. И вот какой скромный человек. Вот вел русский язык и литературу, никому нигде не показывал, нигде, может быть, если бы он показал, он был напечатан где-то, его бы знали. Вот. Но я поняла, по крайней мере, что это не просто так откуда-то, что это у меня от моего отца. Вот так. Да, у него от души, как вы сказали. Да, да. Как у всех поэтов, от души. Большое вам спасибо, Людмила Владимировна, за эту милую беседу. Сейчас я приглашаю познакомить вас, наших читателей, со своим творчеством. Когда я собиралась сюда, у меня была нелегкая задача выбрать, что почитать. Читать стихи можно долго, но не до бесконечности. В этом сборничке 2019 года «Солирует жизни струна» 280 стихов. Вот я хочу прочитать несколько, и они будут все разные тематики, для того, чтобы все люди нашли в этих стихах то, что они хотели. Откровение. Начинаю с этого стихотворения, потому что я поэтесса, это понятно. Попробуйте голос у птицы отнять беспощадно с утра. Заре прикажите явиться без золота и серебра. Не выйдет, ни в чьей это власти закон бытия изменить. Какое поистине счастье с природой в гармонии жить. А сердцу ведь разве прикажешь спокойно, не пой, замолчи. В нем словно в колодце отважно бьют чувств искрометных ключи. Родник чудодейственный светил, из помыслов добрых струя, рождается вновь на рассвете правдивая строчка моя. Известно, удел всех поэтов на благо народа творить. Мне хочется лучики света поэзией людям дарить. Вот такое стихотворение о поэзии. Мне б слетать легкокрылой птицей в дорогие сердцу края, где стучалась в окно синица, где была так беспечна я. Там на старенькой крыше аист чутко слушает тишину. Сад родительский зацветает, долгожданную встретив весну. Там мечталось светло и робко, там не знала потерь и бед. На знакомых до боли тропках затерялся мой легкий след. Не вернуть былого, я знаю, но бесценна память во мне. Я все чаще теперь летаю в свое детство ночами во сне. Как все творческие люди, я пытаюсь вдохновиться, что-то для себя взять новое, положительное. И стараюсь не пропускать хороших концертов, юмористических программ и так далее. Скрипка. А скрипка плакала и пела, и вместе с ней моя душа, как будто отделяясь от тела, парила в небе не спеша. О Боже, что со мной случилось? Гипноз ли это? Дивный сон? Как трепетно сердечко билось тревожной фуги в унисон. Лишь чувство, огромная лавина, и от нее по телу дрожь. Я фибрами души ловила аккорды, как волшебный дождь. Адажио, сонеты, скерца, эмоций яркий звездопад, как сладко защемило сердце, слезами затуманив взгляд. Играй, скрипач, играй, кудесник, своим искусством покоряй. Сижу я в зале, в мягком кресле, а кажется, слетала в рай. Ну и обязательно, конечно, тема войны. Очень такая тяжелая тема, но без нее никак. Безымянная высота. Атака захлебнулась вновь. Прижатый дождем свинцовым мы к земле опять.
Несем потери, многие ребята здесь навсегда останутся лежать. Зод немцев на пригорке почти рядом. Ну как живым добраться до него? Прикидываю расстояние взглядом. Ну что ж, еще посмотрим, кто кого. Пусть ранен я, пусть силы на исходе, и левая рука висит, как плеть. Осталось только 9 нас во взводе. Я не имею права умереть. Нельзя мне струсить или промахнуться. Коль враг стреляет, нет пути назад. Те 8, что в окопе остаются, с надеждой молча на меня глядят. Припав к земле, ползу все ближе, ближе. От ярости мне хочется кричать. Уже я амбразуру ясно вижу. Умру, но дзот заставлю замолчать. Рывок вперед, короткий взрыв гранаты, и отразилось небо, высота, в застывшем взгляде павшего солдата. Но эта высота была взята. Я очень люблю весну. Я родилась в мае, и поэтому у меня, естественно, не могло не родиться стихотворение о весне. Прелестница весна. Кольцов и Пушкин обожали осень, а мне милей прелестница весна. Капель, ручьи, небес высоких просень, земля, проснувшаяся ото сна. Мне нравится, что отмели метели, что тает снег, не холодны ветра. Недавно птицы с юга прилетели, свистят, щебечут с самого утра. На ветках дружно набухают почки, готовясь стать зеленой листвой, а на лесных проталинах цветочки мир покоряют нежной красотой. Природа оживает, вновь наружу упорно пробивается трава. Прелестница весна мне греет душу, диктует месяц март свои права. А жизнь дается только раз, таков закон природы. Пока закат мой не погас, ценю свои я годы. Хочу судьбе в глаза взглянуть, услышать птичье пение. Стремлюсь понять событий суть и встретить вдохновение. Стараюсь полной жизнью жить, ведь время быстротечно. Спешу мечтать, любить, творить. Я на земле не вечно. Мой мир сегодня и сейчас. Не будет повторения. И дорог каждый день и час. Жизнь — это наслаждение. И будет день, и будет вечер, и новый радостный рассвет, улыбка добрая при встрече, и слово теплое в ответ. И будут чувства, как награда, любви взаимной долгий век. Как в сущности немного надо, чтоб стал счастливым человек. Ну и еще одно стихотворение я прочитаю не из этого сборника. Я, конечно же, продолжаю писать. 2019 год закончился. Я хочу прочитать вам стихотворение, которое я написала в 2020 году, летом. Время лечит. Как бы свою суть показала в нем. Порой бывает так несладко, слов не найдешь, чтоб рассказать. А жизнь мудреная загадка, нельзя всего предугадать. По-разному встречают люди беду, она жестоко бьет. Один молиться в храме будет, другой от горя водку пьет. Иной печалью поделиться спешит с друзьями и родней, а я, коль негатив случится, уйду в работу с головой. Слезами не поможешь горю, что толку сырость разводить? Обидно, тяжело, не спорю, но время лечит, надо жить. Вот и все. Я надеюсь, что мои стихи вам понравились. Спасибо за внимание. До свидания.